Стеклом с 2011 года. Вот уже 10 лет. Незаметно как пролетела, заинтересовалась стеклом. Можно сказать, случайно увидела в интернете фотографии изделий с фьюзинга и, можно сказать, влюбилась в стекло. Чем оно привлекает? Своей красотой, конечно, да. Посмотрите, какие красивые изделия получаются, как леденцы, да, как карамельки, которые не тают. И, соответственно, значит, стала интересоваться технологией. Стекло очень сложный материал, оказывается, выяснилось, да, что не каждый там человек с ним хочет. И действительно, теперь уже с высоты опыта могу сказать, что стеклом занимаются только люди, которые действительно влюблены в стекло. Значит, в чем сложность? Ну, технология, по которой я перерабатываю стекло, называется фьюзинг, от английского to fuse, сплавлять. Да, эта технология заключается в том, чтобы делаются заготовки определенного размера, формата, допустим, да. Вот они сейчас некрасивые, такие белым покрыты, это клей. Дальше это, значит, кладется в специальную печку, которая нагревает, ну, максимум температура 900 градусов, а, ну, 850, 790, вот примерно такой уровень температур. Стекло плавится, и разные кусочки разного цвета, если мы сделали разноцветные, они соединяются, да, превращаются в единое изделие, и оно получается такого красивого, интересного цвета, то есть края округляются, они, значит, становятся единым изделием. Это технология плоскостного спекания называется, то есть изделия по этой технологии получаются плоские. Вообще для фьюзинга, как правило, используют специальное стекло, но очень дорогое, разноцветное, то есть готовое. То есть мы стекло сами не красим. Естественно, только мы нарезаем по какому-то специальному эскизу, который придумали, кусочки, их складываем и, ну, в печке запекается. Для сплавления стекла применяется специальная печка, так называемая фьюзинговая. Она нагревает максимум до 900 градусов по Цельсию, да? Значит, этого достаточно для разогревания, для расплавления стекла. Значит, волшебство происходит внутри, практически без участия человека, так называемый чемоданного типа. Вот так крышка закрывается, включается. Для того, чтобы стекло хорошо сплавилось, мы не можем его, ну, как сказать, тупо нагреть и тупо охладить. Да? Обязательно нужно выдерживать специальный температурный график. Для того, чтобы был температурный график, нам нужны мозги, программатор. Да? То есть здесь программатор программируется там, с определенной скоростью, нагревается, с определенной скоростью охлаждается, выдержки, там есть свои тонкости, зависит от сорта стекла, температурный график. Значит, мы кладем, допустим, ну, вот бутылки, да, в печку, закрываем. Процесс длится сутки. Значит, ну, 2,5 часа сам, собственно, процесс нагревания, плавления и вот этого всего. И потом она выключается и медленно, естественным образом остывает. Через сутки после того, как мы поставили печь, значит, мы вынимаем изделие, которое уже представляет собой, ну, сплавленное стекло. В данном случае расплющенная стеклянная бутылка. Я люблю плавить бутылки. Почему? Потому что, к сожалению, у нас нет системы сбора и утилизации стеклянных отходов. И, соответственно, бутылки у нас совершенно бесходный, совершенно дорогой, совершенно прекрасный отход. Да? И сплющенная бутылка, в принципе, тоже несет в себе какую-то функцию. Ну, тарелочка может быть использована. Да? Ее можно расписать, ее можно задекупажить, это получится уже арт-объект. Вообще, на самом деле, стекло очень дорогой, очень ценный материал. Почему? Потому что его сделать очень трудно. Это ресурсоемкий, энергоемкий, наукоемкий, трудоемкий процесс, да? И, к сожалению, отходы вот стеклянной тары у нас недооценены с точки зрения вот как бы себестоимости производства и являются бросовым отходом. Что касается других видов стекла, значит, например, оконное стекло, которого как раз миллионы квадратных метров там в год производится во всем мире, одних окон только сколько надо, да. С их отходами попроще, их обычно производители забирают себе на завод и добавляют в шихту, ну, как бы сырьевую смесь, при варке нового стекла. Обычно готовое стекло, оно улучшает, ускоряет там, процессы стеклообразования. Но не всякое стекло, только можно родное стекло добавить в печку, да. И, соответственно, разные мелкие отходы, которые образуются при обработке стекла, например, при
производстве корпусной мебели со стеклянными дверками, например, да, вот получаются вот такие прекрасные стеклянные кружочки. Кружочки стеклянные, которые я обнаружила в одном цеху, где производили ребята мебель. У них в углу лежала такая кучка стеклянных кружочков. А надо понимать, что стеклянный кружок вырезать очень трудно. Это сложно. Вырезается сначала квадратик, потом вырезаются уголки, потом вытачивается на шлифмашинке, то не доточишь, то переточишь. В общем, когда я увидела стеклянные кружочки, я них спрашиваю. Я говорю, это у вас что, они такие, мусор? Я говорю, как мусор? Почему? Как может быть стеклянные кружочки мусором? Но они смеются, говорят, ну да, то есть они для этих дверок стеклянных там, ну, вырезают отверстия. И, соответственно, для них это отходы, да. И я такая не смело говорю, а можно я немножко себе возьму? Они говорят, да все, забирай. Они же тяжелые, я унесла сколько могла, да. Они мне потом спрашивают, говорят, извините, пожалуйста, а что вы с ними будете делать? Я говорю, вы знаете, я еще не знаю что, но я что-нибудь придумаю. Ну и да, действительно, уже потом много как бы всякие размышления, творчества. И вот мои любимые изделия вот из этих кружочков, это вот такие цветочки. Вот, это пока как бы заготовки, они еще не стали ни кулончиком, ни брошечками, ни сережками, ни какими-то другими как бы конкретными уже изделиями народных промыслов. Вот такие вот цветочки, они получаются как раз из вот отходов как бы производства мебели. Что касается отходов, также, например, можно делать интересные арт-объекты, комбинируя разные материалы. Ну, например, проволоку. Но здесь тоже не могу не сказать, что запекается в стекло не каждая проволока, специальные там стекла, ну, как правило, не хром, серебро, медь, латунь впекается и, говорят, золото. Я не пробовала. Значит, ну, у меня, например, в какой-то момент родился вот такой вот интересные изделия, которые сделала из отходов оконного стекла. Между двумя стеклами, значит, закладываются такие, ну, как фигурки, да, из проволоки, специальным образом закрученные, запекаются, ну, потом собираются в единое изделие. Это вот тоже интересно, сидеть и вот из этой проволочки накручивать завитушки, всякие такие интересные, как сказать, образы, да, создавать. Собственно, фьюзинг, конечно, изделия, витражи из фьюзинговых витражей изготавливаются из специального стекла фьюзингового, не просто любого, какого попало, цветного стекла, да. Дело в том, что у стекла есть, как у любого материала, определенные свойства, в том числе так называемый коэффициент температурного расширения. Это самая главная характеристика стекла, и то это, как сказать, икона всех стекольщиков, да, фьюзеров. Значит, в чем дело? Значит, коэффициент температурного расширения – это такой показатель, который показывает, насколько образец стекла удлиняется при нагревании на 1 градус. О чем это речь? О том, что если мы возьмем стекла с разным коэффициентом температурного расширения, попытаемся их спечь, вместе сплавить, да, то, ну, против лома нет приема, при высокой температуре плавится все. Но когда оно остывает, вот эти кусочки разного стекла будут остывать с разной скоростью и, соответственно, с разной скоростью будут уменьшаться в размерах. И тогда возникает так называемое напряжение в стекле, которое приводит к разрушению изделия. Поэтому для того, чтобы сделать сложный, хороший витраж, то обязательно нужно именно подобрать стекла с одинаковым коэффициентом температурного расширения. И даже вот когда делаешь большое хорошее изделие, а вот на столе, как в хирургической операционной, идеально должна быть чистота, поскольку стоит попасть в крупинки любого другого какого-то стекла, случайного, да, то вся работа полетит на смарку. В этом есть своя прелесть технологии фьюзинга и, конечно, своя трудность. Есть еще одна интересная техника по работе со стеклом во фьюзинге, так называемая чеканка. Для изготовления изделий, как чеканка, ну, в кавычках, да, необходима специальная так называемая термобумага, которая, конечно, совсем не бумага, потому что бумага-то при этих температурах сгорает. А такой несгораемый материал специально, ну, ее обычно используют как подложку. Я ее использую, вот вырезаю из нее такие разные красивые фигурки. Нужно, конечно, она бывает разной толщины, это 3. Вырезаю фигурки. Дальше стекло, лист стекла накладывается на эту бумагу.
и тоже запекается, да, и, соответственно, стекло принимает очертания подложки. Еще одна особенность, трудность в том, что фьюзингом невозможно заниматься дома. Стекло в духовке не плавится. Духовка у нас дает максимум там 220-230 градусов, достаточно для приготовления пищи. Для стекла нужно 750, 790, 800 и выше, в зависимости от сорта стекла. Поэтому, если вдруг вы захотите сделать что-то в духовке, можете, конечно, попробовать. Не получится. Поэтому осторожнее, не обожгитесь. Ну, вообще, существует стеклянная посуда для духовок, для микроволновок. Она изготавливается из так называемого боросиликатного стекла. Термостойкость она передает оксид бора стеклу. И, соответственно, мы спокойно можем готовить пищу в стеклянной посуде. Из чего сделано стекло? Когда у нас в мастерской проходят экскурсии, школьники часто приходят классами, пятиклассники приходят, я спрашиваю: ребят, из чего сделано стекло? Они такие: из песка. Я думаю, откуда они знают? У них химии еще нет, физики нет, а знают, да, что стекло сделано из песка. Оказывается, все, наверное, уже догадались, Майнкрафт. То есть в игре там есть, значит, эта функция, когда варишь стекло из песка. Но тут уже я просто добавлю, как химик, да, что если мы просто возьмем песок, кстати, не абы какой, а конкретно кварцевый, то есть оксид кремния, силициум О2, и его сильно нагреем, ну, 1002,5 градусов и выше, оно расплавится, и если правильно охладить, да, правильно получится стекло, но получится кварцевое стекло. Оно очень-очень дорогое, очень твердое, очень прозрачное, и поэтому используется только, ну, не только, в основном в оптике, для изготовления линз. Бинокли, телескопы, микроскопы и тому подобное, да. А поскольку стекла человечеству нужно очень много, одних окон только сколько надо, да, то для удешевления, во-первых, сырья, кварцевый песок тоже дорогой, это дорогое сырье, для уменьшения температуры варки, чтобы не 2500, а хотя бы 1500, добавляют в песок еще два компонента, это сода и мел, ну, карбонат натрия, карбонат кальция. Все это вместе смешивается в определенных пропорциях и, значит, ну, варится в печи дня 2. При температуре где-то 1500-1700 это все варится, булькает. И там протекают очень сложные химические процессы, так называемое стеклообразование, силикатообразование и другие, да. Вот. И по истечении этого периода уже потом определенным образом стекло жидкое либо раскатывают в листы, либо растягивают в трубки, либо там штампуют, не знаю, бутылки, какую-то тару, да. И таким образом стекло рождается из песка, соды и мела и превращается в красивые стеклянные изделия. Я вам покажу, как можно получить интересный арт-объект на основе стекла. Ну, например, берем сплющенную бутылку, желательно прозрачную, берем эскиз, можно даже прямо на экране телефона, находим интересную картинку в интернете, увеличиваем до определенного размера. Конечно, если у вас большой объект, да, то придется сделать эскиз, либо распечатать на принтере, либо от руки нарисовать. Дальше кладем бутылку или кусочек стекла. Интересно получается, когда покупаем фоторамки, там у них есть свои стеклышки. Можно их использовать, и готовая рамка, после того, как мы создали арт-объект, у нас уже будет готовая картинка в рамке. Дальше берем любой контур. Ну, как правило, они из акрила. Акрил очень хорошо ложится на стекло. Не забудьте обезжирить поверхность. Мы обезжирили заранее. И дальше по контуру мы... Пауза. Не выдавливается, а потом... Берем контур и аккуратно обводим линии.
Вот у нас получился такой интересный арт-объект. Осталось дождаться, когда краска подсохнет. Конечно, в пищу употреблять это нельзя. То есть в качестве тарелки уже такую бутылку расписанную не стоит употреблять, потому что это не пищевые красители, да? Значит, здесь можно просверлить дырку для петельки, можно просто обмотать шпагатом, вот, например, вот так, да? Обмотать для того, чтобы можно было повесить на стену. Это картина, не картина, украшение, украшение. Это можно будет вырезать, да? Получается интересный арт-объект. Также бутылки, и не только бутылки, любые изделия. Можно, например, вот это уже совсем другая техника декорирования, называется декупаж. Возможно, кто-то знаком. Это про наклеивание разных интересных салфеток. Тоже интересная очень техника творчества. Вот это прямой декупаж, это обратный декупаж. Вот. Таким образом, мы спасаем бутылку, да, как я всегда думаю, когда я сделаю что-то такое, одной бутылкой на помойке меньше, и одной единицей красоты в мире больше.